Здравствуйте, уважаемые жюри, участники и зрители пятой республиканской бизнес-игры «Эльген». Мы команда из далекого северного холодного Верханского района, ученики Борлахской средней общеобразовательной школы. Наша команда состоит из 5 участников: Валерия, Феликс, Аистан, Сара и Вика. Мы очень рады и на 100% готовы к участию. Так как живем в северном районе, хотим выразить благодарность организаторам за предоставленную возможность участвовать в онлайн-режиме. Представляем вам наш бизнес-проект изготовления подвески оберега Харсхал Дейбир с якутским орнаментом. У каждого народа имеются магические предметы, задача которой является как защита владельца от злых духов, порчи, зависти, сглаза, так и привлечение везения, достатка и здоровья. Харскал и якутский талисман являются неотъемлемой частью культуры. Целевая аудитория нашего проекта – это люди, которые уважают национальные традиции, культуру народа Саха и верят в магическую силу якутских оберегов. Целевую аудиторию можно разделить на два вида. Первое – люди, которые ценят ручную работу и видят эстетическую красоту и эксклюзивность предмета. Ведь наше изделие Дейбир Харсхал полностью ручной работы, изготавливается из натурального сырья. Второе – люди, которые верят в виртуальное предназначение для изгнания злых духов, порчи, оберегающих хозяина. SWOT-анализ проекта. Сильные стороны. Наш Дейбир оберег Харсхал с якутскими орнаментами будет продаваться в красивой тематической упаковке с полной характеристикой каждого орнамента. Планируем изготовить 5 разных Дейбир Харсхал с разными и уникальными значениями. Работа изготовления каждого Дейбир Харсхал ручная, а ручную работу всегда ценят очень высоко. Слабые стороны. Мы живем в отдаленном арктическом районе, поэтому для продвижения нашего продукта мы видим ряд трудностей, которые нужно преодолеть. Отдаленность нашего района от центра России, то есть от города Якутска, этот вопрос мы решили. Продвигать наш продукт через интернет-торговые площадки с бесплатной доставкой до города Якутска. Почему бесплатно? Потому что в городе Якутск конкуренция у нас высокая. Угрозы. На сегодняшний день цена на расходные материалы и через воздушные линии перевозу резко повысилась. Стоимость нашей продукции не изменили. Так как в период ограниченных мер против распространения новой коронавирусной инфекции мы отстаем от плана графика работы нашего проекта. Возможности. В настоящее время якутские орнаменты символики очень популярны. Такие узоры можно использовать повсюду. В следующем году планируем расширить ассортимент продукции. Будем делать корпуса для флеш-накопителей, деревянные корпуса именных ручек с якутским орнаментом. Планирование рабочего процесса. В нашем проекте участвует всего 5 обучающихся, всем отвечаем за отдельное направление изготовления изделий Дейбир Харсхал для быстрой, слаженной и качественной работы нашего бизнес-проекта. Организация изготовления Дейбир Харсхал состоит из 3 этапов. Первое. Изготовлением основы Дейбир Харсхал занимается Налуф Аистан, Комарев Феликс. Второе. Художник-оформитель изделий Мшанова Виктория, метод изготовления ручной. Третье. Дизайнер-оформитель упаковки изделий Слепцова Царема и Юмшанова Валерия. Помещение для изготовления изделий школьная мастерская, где имеются все необходимые оборудование, а изготовлением макета упаковки и распечатка занимаются в кабинете Роста. Там также необходимое оборудование и программное обеспечение имеют. Сегментирование рынка. В начале учебного года мы провели через интернет-ресурсы, социальные сети опрос в виде анкетирования, чтобы узнать популярность, значимость Дейбир как аксессуара для национального костюма и как оберега для защиты от темных сил. Согласно результатам социального вопроса, 80% населения уже имеет Дейбир как аксессуар для национального костюма, у 10% имеется Дейбир оберег. В основном все покупают готовые изделия, и только маленькая часть населения сделала сама. Из этого следует вывод, что данный вид оберега населением ценится очень высоко. Стратегия продвижения продукта. Для продвижения изготовления Дейбир Харсхал можно использовать различные маркетинговые инструменты через интернет-ресурсы, школьную страницу Instagram, проведение ежемесячной внутришкольной выставки и ярмарки, а также через торговые интернет-площадки Агрошкол Россия и торговые площадки национального праздника СЛ. Финансовые показатели проекта. Финансовый план учитывает все доходы и расходы работы над проектом. План работы составляет 2 года. Так как мы занимаемся изготовлением продукта на базе школы, по расчетам у нас минимальные показатели. Это значит, что наш бизнес-проект вполне реализуем в краткие сроки. Планируется, что по истечении этого периода потребуется расширение производства и ассортимента изделия. Планируемый объем производства. Планирование объема изделия на 2021-2022 учебный год необходимо учитывать следующее. До конца учебного года планируем изготовить и продать уже 100 штук. План продвижения и реализации продукции до 1 августа 2022 года. На наш взгляд, изделие у нас получилось
очень красивыми, оригинальными, практичными и, самое главное, изучая якутские орнаменты, технологии изготовления бир, мы очень много узнали о якутских традициях, культуре своего народа. Данный бизнес-проект разработан с целью учебно-производственной деятельности школьного бизнес-инкубатора. Тайбир Харскол сделан из экологически чистых продуктов. Согласно плану проекта, в следующем учебном году мы планируем расширить ассортимент изделий. Мы искренне верим, что наш Тайбир Харскол будет пользоваться большим спросом у населения. Большое спасибо за внимание.